9 марта 1878 года в Грозном через повешение были казнены Алибек Хаджи Алданов, Хаджи Дуев, Дада Умаев, Дада Залмаев и другие руководители восстания в Чечне 1877 года. Главной причиной восстания одни исследователи называют начало новой русско-турецкой войны, которой хотели воспользоваться горцы Северо-Восточного Кавказа, чтобы завоевать независимость. Другие же историки считали, что восстание было вызвано усилением гнета со стороны государства, почему ее некоторые историки и называют крестьянской войной. История, предшествовавшая этому событию, казни, началась годом ранее. 13 апреля 1877 года в Чечне под руководством Алибека Хаджи из селения Симсира, ныне это Нажи-Юртовский район, началось восстание. Накануне вблизи аула Саясан 60 представителей ряда аулов приняли присягу разорвать всякие сношения с существующей властью и объявить себя независимыми. Алибек Хаджи Алданов был объявлен имамом Чечни. В первые же недели восстали многие равнинные аулы Восточной Чечни, такие как Гельдеген, Цоци-Юрт, Илсхан-Юрт, Мэртук, а также и высокогорные. Другие же аулы, например Шали, наоборот, оказывали сопротивление восставшим. Тем не менее, движение принимало серьезные масштабы. В конце апреля к восставшим примкнул и ряд горских обществ Дагестана. В подавлении восстания участвовала не только регулярная царская армия. В мае того же года из местной милиции в ряде чеченских и дагестанских округов были сформированы отряды для поимки виновников. В течение почти года, на протяжении которого длилось восстание, произошли десятки сражений как в Чечне, так и в Дагестане. Итогом стал полный разгром повстанцев. Его руководители были схвачены или сами сдавались в плен. По некоторым данным, в общей сложности было арестовано более 270 человек. 6 марта 1878 года в Грозном прошел военно-полевой суд над 17 руководителями восстания, 11 из которых, в том числе и Алибек Хаджи, были приговорены к смертной казни через повешение. Приговор был приведен в исполнение 9 марта. 10 марта в России отмечается День архивов. Выбранная дата связана с событием, произошедшим 28 февраля 1720 года, по новому исчислению 10 марта, когда Петром I был подписан первый в России государственный акт – Генеральный регламент или устав. Он определил основы организации государственного управления в стране и ввел во всех государственных органах власти архивы и государственную должность архивариуса, которому надлежало письма прилежно собирать, он им реестры чинить, листы перемечивать. Реформы Петра I положили начало деятельности Государственной архивной службы России. В 2008 году в Архивном фонде Российской Федерации хранилось более 609 миллионов единиц хранения на различных носителях, самые ранние из которых датируются XI веком, а самые последние – сегодняшним днем. Примерная длина полок, на которых расположены архивные документы, составляет 8500 километров. Объем архивных документов Архивного фонда Российской Федерации, хранящихся в государственных и муниципальных архивах, каждый год увеличивается примерно на 1 миллион 700 тысяч единиц хранения. Вопрос восстановления архива для Чеченской Республики сегодня актуален как никогда. В период военных действий Национальный архив Республики значительно пострадал. По словам начальника архивного управления правительства Чеченской Республики Магомеда Музаева, до начала 90-х годов в нем насчитывалось 1500 фондов. Это около 700 тысяч архивных дел, а в них миллионы документов, отражающие политическую, экономическую, социальную и культурную жизнь народов Чечни, начиная с 18 века и кончая 70-ми годами 20 века. Задачу восстановления архива Чеченской Республики поставил еще в 2000 году первый президент Чеченской Республики Ахмад Хаджи Кадыров. Тогда и было создано архивное управление правительства Чеченской Республики, которое возглавил известный в республике историк Магомед Музаев. Восстанавливать архив Чеченской Республики помогают московские специалисты Росархива и архивариусы соседних регионов. Международный женский день отмечается в ряде стран. Смысл, вкладываемый в это определение, варьируется от Дня почитания женщин до Дня борьбы за их гражданские и социальные права. Широкое распространение получила версия, согласно которой традиция отмечать Международный женский день была положена демонстрацией 8 марта 1857 года, проведенной работницами текстильной промышленности и фабрик по пошиву одежды в Нью-Йорке в знак протеста против ужасных условий труда и низкой заработной платы. В
1908 году 8 марта по призыву Нью-Йоркской социал-демократической женской организации состоялся митинг с лозунгами о равноправии женщин. В этот день более 15 тысяч женщин прошлись маршем через весь город, требуя сокращения рабочего дня и равных условий оплаты с мужчинами, а также предоставления женщинам избирательного права. Деятель коммунистического движения Клара Цеткин в 1910 году на социалистической женской конференции в Копенгагене предложила учредить Международный женский день. Была предложена дата 8 марта в честь Нью-Йоркской демонстрации 1857 года. Первое время с датами была полная неразбериха. Женский день отмечали то в мае, то в марте, в разные дни месяца. И только в 1914 году дата была окончательно зафиксирована – 8 марта. В России женский день впервые отмечался в 1913 году в Санкт-Петербурге. В Советской России в 1921 году по решению Коммунистической женской конференции было решено праздновать Международный женский день 8 марта. Правда, не в память о Нью-Йоркской демонстрации, а в память об участии женщин в демонстрации в Петербурге 8 марта 1917 года. С 1966 года в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР Международный женский день стал праздником и нерабочим днем. Постепенно в Советском Союзе этот день потерял политическую окраску и стал Днем всех женщин. В современной России отмечается с 2002 года как нерабочий праздничный день. В частности, и в Чеченской Республике. В этот день по всей республике проводятся праздничные мероприятия, посвященные женщинам. Хасмагомед Эдилов родился в селе Валерик Очкой-Мартановского района ЧССР в 1922 году, по некоторым данным 16 марта. Здесь прошли и детские годы поэта. После окончания сельской школы Эдилов окончил в Грозном педагогическое училище, работал инспектором Народного комиссариата просвещения ЧССР. В 1937 году, еще будучи студентом педучилища, он написал свое первое стихотворение, а первые публикации в республиканской печати появились в 1939 году. Окончательно он утвердился в поэзии в 1941 году, когда его стихи были опубликованы в объединенном сборнике молодых литераторов. В ссылке в Казахстане работал где придется, пока не пришел в редакцию газеты «Знамя труда» в 1955 году, издававшейся в Алмате специально для чеченцев и ингушей. После возвращения на родину работал в республиканской газете «Ленинский путь», окончил Чечено-Ингушский государственный университет. Первый сборник стихов и поэм Эдилова «Свет октября» из-за известных репрессий был издан только в 1958 году уже на родине, после чего в разные годы были изданы многие книги его стихов, поэм, рассказов. Писал на чеченском и русском языках. Хасмагомед Эдилов известен и как хороший переводчик. Особо удачными считаются его многочисленные переводы на чеченский язык произведений Лермонтова. Эдилов стал в 1963 году членом Союза писателей. Главной темой его произведений были неприходящие ценности: родина, природа, отношения между людьми. Хасмагомед Эдилов умер в 1991 году в возрасте 69 лет. 11 марта 1975 года в городе Хасавюрте, Дагестанская ССР, родился Бувайсар Сайтиев, вольный борец мирового уровня, старший брат не менее известного Адама Сайтиева. В 17 лет, сразу после выпускных экзаменов в школе, Бувайсар Сайтиев уехал из родного Хасавюрта в сибирский Красноярск. Там тренировались многие чеченские борцы, включая чемпиона мира Ахмета Атавова. Спортивная карьера Сайтиева-старшего складывалась в той весовой категории до 76 килограммов, которая была едва ли не самой проблемной для наших борцов вольного стиля. До Бувайсара Сайтиева на Олимпийских играх в этой весовой категории советские и российские борцы не побеждали ни разу. В 1995 году Бувайсар Сайтиев выиграл молодежное мировое первенство, после чего ему доверили место в сборной России и на взрослом чемпионате. В итоге на сегодняшний день Бувайсар Сайтиев один из самых известных вольных борцов мира. Из огромного списка побед упомянем лишь некоторые. Бувайсар – трехкратный чемпион Олимпийских игр, шестикратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, многократный чемпион России, обладатель множества титулов, орденов и званий. В общем, список долгий. Стоит отметить, что до Сайтиева еще никто из борцов-вольников не выигрывал Олимпийские игры в возрасте 21 года. В 2008 году Бувайсар Сайтиев третий раз одержал победу на Олимпийских играх. За более чем столетнюю историю олимпийской спортивной борьбы это удавалось лишь двум спортсменам: Александру Медведеву в вольной борьбе и Александру Карелину в греко-римской борьбе.